Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Не забываем ставить лайки, подписаться. Я хотела это вам рассказать и дать это узнать насчет мужское обрезание. Это мужское обрезание я читала в этой книге «Воспитание детей в исламе», что по сути надо этому мальчику сделать обрезание малышу на 7-й день или на 14-й день после рождения. С рождением ребенка считаем, если ребенок ночь родился, ночь, да, после заката солнца. Вот уже со следующий день мы считать будем, первый день. А если он родился до заката солнца, в этот день уже первый день считается ребенка. Вот считаем на 7-й день обрезание надо сделать. Первое это желательно. Второе это желательно на 14 дней после рождения ребенка. А третье желательно на 21 день это после рождения. Через 3 недели. А вот обязательно до 3 лет надо сделать обрезание мальчику. А вот это 3 варианта, которые я озвучила, это самый лучший вариант для ребенка. Это называется акка. Еще для этого обрезания мальчику принес этот жертва баран для обрезания один баран. И для этого брить волосы с головы малыша тоже баран. 2 барана для этого мальчика принес эту жертву. Один баран для девочка. Девочка, потому что волосы у нее это тоже бреют. Вот это в течение вот это до 21 дня. Вот как обрезание делают, вот, допустим, на 7-й день. В этот день бреют волосы. Не все это волосы бреют. Где больше волосы, это они как это бреют. Ну, не с лезвия, конечно, с этой ножницы маленькой, они как это режут. Ну, отрезают это волосы, да? Вот. А потом это волосы, они извешивают с этой грамм это золото, сколько это извешивают, потом это считают это деньги, это золото, они раздают нуждающимся. Да. Вот. Поэтому называется ахка по сунне. А после 3 лет ребенку, мальчику, как сказать, противопоказано с точки зрения медицины, я вам говорю, что до 3 лет можно сделать обрезание, самый это хороший момент, потому что до 3 лет это мальчика, еще это центральная нервная система еще не сформированы, все это нервы. У него нету страха, не знает, не понимает, нету паники у малыша. А после 3 лет уже все понимает. Паника, страх, все. Это все будет влиять на его это мужской, как это гормональный это орган мужской, потом на это семена, как это нет, слой, так не могу сказать, на эрекция, это мужчина потом на будущее будет это влиять, если после 3 лет они делают это обрезание. Поэтому я объяснила, что самые лучшие дни, вот это на 7-й день после рождения малыша, на 14 дней, на 21. Как у нас есть самые лучшие дни для хиджама, да, 17, 19, 21, и каждый месяц пололуния. Для поста тоже есть 13, 14, 15 дней, тоже каждый месяц мы держим пост. Также самые лучшие дни для обрезания мужской, вот это дни, которые я уже озвучила. Вот так хотела вам дать какая-то информация о нашей малыша, мальчика, нашей будущей настоящей джентльмена Джигита.